Нарушают право на здоровье и жизнь. Дубинский подал заявление в ГБР относительно незаконных действий премьера Дениса Шмыгаля. Зеленский не ожидал от одного из своих. 5 апреля 2020 года народный депутат Украины Александр Дубинский обещал подать в ГБР заявление о совершении премьером Денисом Шмыгалем преступлений, имеющих квалификацию в статьях Уголовного кодекса, начиная от служебной халатности до злоупотребления служебным положением. В своем фейсбуке нардеп от «Слуги народа» сообщил, что должностные лица в условиях карантина совершают уголовные преступления, которые почти наверняка повлекут за собой особо тяжкие последствия для наших граждан и фактически ведут к подрыву конституционного строя. По словам нардепа, действия правительства не только неэффективны, но и фактически бросают на произвол миллионы людей, которым запрещается выходить на улицу, но которые не имеют возможности быть обеспечены государством и органами местного самоуправления всем жизненно необходимым в этот сложный период. Такие подходы и действия грубо нарушают все основные права граждан и прежде всего самое важнейшее – право на жизнь и здоровье, заявил Дубинский. С его слов, действующий кабинет министров вместо того, чтобы заняться обеспечением государственной поддержки людям в чрезвычайной ситуации, совершает незаконные действия. Заставлять людей самим покупать средства эпидемиологической защиты, а тем более по спекулятивным ценам, противозаконно и преступно, отметил нардеп. Таким образом, кабинет министров не только не обеспечивает государственную поддержку людей, но совершает незаконные действия, которые повлекут серьезные последствия на национальном уровне. Дубинский подчеркивает, что не оспаривает необходимости жестких карантинных мер, однако высшие государственные чиновники преступно игнорируют нормы Конституции, Закона Украины об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения, Закона Украины о защите населения от инфекционных болезней. Нардеп отметил, что по всем нормам украинского законодательства в период эпидемиологической ситуации центральные и местные власти обязаны за счет расходов соответствующих бюджетов и внебюджетных фондов обеспечить граждан всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты от масок до антисептиков. В связи с тем, что стало очевидно, что лично премьер-министр является инициатором преступных действий, которые имеют однозначную квалификацию в статьях Уголовного кодекса, начиная от служебной халатности до злоупотребления служебным положением, в ближайшие дни я вместе со своим адвокатом подам в Государственное бюро расследований заявление о совершении премьером Шмыгалем преступлений, которые очевидно приведут к особо тяжким последствиям. Причем особо подчеркну, что совершение этих преступлений высшими должностными лицами государства с использованием условий чрезвычайной ситуации является отягчающим наказание обстоятельством на основании статьи 67 Уголовного кодекса Украины, сообщил Дубинский.